Привет, чемпион. Салам алейкум. Алейкум ассалам, как говорится. Никто не знает, но Нуруло сейчас. Сколько у тебя времени? У Часа меня полночи. 2 часа. Да, 2 часа ночи. И специально для нас он нашел немного этого времени. Слушай, но улеглись чуть эмоции. Ты свой бой пересматривал? И да, один раз смотрели даже. И когда ты видел тот самый треугольник, в который ты залетел в первом раунде, ты сразу вспомнил, что ты тогда чувствовал? И ты вообще тогда что-то чувствовал? Ну, то есть ты понимал, что это может плохо кончиться? Ну да, да, он взял хороший захват, хороший треугольник. Из-за того, что, ну, я в зале же попадаешь, ну, в такие ситуации, не первый раз попал. Чуть опыта было из-за того, что опыт есть, ну, смог потерпеть, смог задышки взять, смог, ну, контролировать это все. Ну, было плохо в какую-то секунду. Ну, то есть ты ощущал, что может, блин, вот сейчас еще чуть-чуть дожмет и, ну... Ну да, То есть, в принципе, мы Кирилла можем похвалить немного. ну да, чуть-чуть еще было бы, не знаю, может. А ты, ну, тебя наверняка же в углу ругали потом. Но Вот это, нафига ты головой вниз лезешь, до да, сих вот эти пор истории. ругают меня. Ну, один раз он взял, я ногу его выкинул через голову. Думал то, что второй раз тоже так получится, и застрял, короче. Фортануло, вот если так. Нет, я же терпел минуту больше. Если, не знаю, значит, не Слушай, а знаю. когда вот, когда из этого выходишь, из этой ситуации, ты же уже духом, наверное, понимаешь, что можно, ну, теперь уже ты все можешь реально. Когда вылезаешь из такой истории. Ну, я перед боем ну, не знал. Ну, не знал, и так духа хватало. Так что, нормально. Так, нет, то, что у тебя духа хватает, это мы поняли. Тут вопросов к этому нет. Я к тому, что, знаешь, двойная мотивация сразу просыпается, когда ты вылезаешь из ситуации, ну, мягко говоря, стрёмной. Не, у меня, когда вылез с этой ситуации, раунд закончился, я сидел в углу, и они мне что-то говорили, я говорю, я не понимаю, вы что говорите, потому что вся кровь у меня была в голове забита, и я чувствовал свою голову, как будто 100 килограмм весит моя голова. И Офигеть. раунд начался, второй раунд, я уже чуть начал двигаться, и потом, ну, может, через минуту в себя пришел уже. Мгм. Слушай, ну, очевидные твои минусы, ну, давай их обсудим. Я думаю, что, в принципе, они не секрет для многих людей, что даже человек там уровня в борьбе, там, ну, мы не принижаем заслуги Кирилла Крюкова, да, М. он неплохо защищался, надо признать, да, но перевода, конечно, нет, но вставал он достаточно быстро. Ну, то есть проблемы с контролем у тебя есть. Или как ты считаешь сам? Вставал. Не Ну, было. он вставал, ну, он несколько раз достаточно Из-за того, быстро вставал, надо признать. что ноги длинные были, из-за этого вставал, может, а так у меня контроля было нормально, если не веришь, можешь его спросить. Я, ну, Я, я смотрел бой, как ну, я я плитой на него так лежал. Не-не, я понимаю. Я наоборот, видишь, я хочу, чтобы мы это обсудили. Ну, то есть, поэтому я тебя спрашиваю, как ты сам ощущаешь? Я видел, что пока он был свежий, А, ну, ему удавалось достаточно быстро из-под тебя а ты вставать. знаешь, То есть то, не что я, было... Так, ты знаешь, давай. что я сам иногда давал ему вставать, чтобы заново переводить, чтобы он быстрее еще устал, еще сильнее устал. Мгм. То есть такая была тактика. А тебе казалось то, что он вставал. Ладно. Неплохо вышел из ситуации, молодец, нормально. Хотел, хотел тебя подловить, молодец, выскочил. Будем считать, что так и планировалось. Но в целом, как он тебе показался как соперник? Ну, то есть, были ли ситуации, когда ты, ну, его почувствовал, скажем так? Не, я думал, то, что... Ну, у него стойка хорошая была. Я и в стойке с ним рубился, я и всем показал то, что у меня стойка не слабая. Из-за того, что я с Гребневым 1,5 года простоя было, чуть не смог раскрыть себя, и все думали то, что, ну, уже все, типа там. Но я в этом бою всем показал то, что
Я лучше Кирилла на голову. Вопросов нет. Что теперь? Есть у тебя какой-то план? Ты понимаешь, с кем ты теперь дерешься, когда ты дерешься, сколько ты хочешь отдыхать? То есть, условно, насколько я знаю, у Fight Nights там, по-моему, 3 или 4 турнира до конца года минимум. У меня Есть? контракт даже нету с ними больше. А, у тебя кончился с ними контракт. Да, контракт кончился, у меня сейчас два выбора. Так. Или за пояс драться в AMC Fight Night, или драться в Contenders Dana White. Сейчас мы еще не решили это с командой А в контендере, я тебя перебью, в контендере вот прямо сейчас. в ноябре. А, в ноябре. Мгм. И как ты думаешь, ты готов к этому? Ну, к UFC, понятное дело, что если ты готов к контендеру, ты Как, оцениваешь свои силы как готовность к UFC. а ты как думаешь? Я думаю, что тебе было бы еще неплохо подраться немного. Ну, скажем, бой-два подраться здесь, потому что то, о чем ты говоришь сам, есть определенный простой и все такое. Если ты попадаешь в UFC, ну, будем оценивать, знаешь, шансы оценивать будем всегда попадание в UFC, ну, скажем, 50 в 50. Зависит от того, с кем ты дерешься, на самом деле. Может попасться какой-нибудь бразилец, который не особо обученный, а может попасться реально очень крепкий соперник, и там могут возникнуть проблемы. Но когда ты попадаешь в UFC, у тебя там нет уже, знаешь, такого типа, в России есть такая история. Там, ну, я могу с этим не драться, там могу там выбрать этого, если что, там посмотреть соперников там по уровню, по хайпу и по все такое. Там таких вариантов нету на первых порах. Поэтому тут надо думать. Если ты чувствуешь в себе это самое, извини, я чуть тебя это подержу. Если ты чувствуешь в себе реально силы, да, и уверенность в собственном уровне, что ты готов там биться за высокие места, а не биться там, знаешь, с теми, кого с контракта списывают в UFC, ну, то тогда один разговор. Да, по бою с Крюковым, ну, вот мои ощущения, да, я сходу не скажу, что ты себя полностью, ну, показал, что ты можешь. То Ага. есть, ну, мне было недостаточно. Я понимаю, что мы можем там с тобой, ну, приколоться чуть, сказать, что ты там, ну, очень много переводил Крюкова, но это правда так и было, да, но у него защита от проходов, ну, никакая, что там говорить. Вот, и попадется какой-нибудь Бразил с БЖЖ и с грэплингом, ну, у тебя могут возникнуть серьезные проблемы с ним, ну, в Стойки. зависимости от его уровня. Ну, то есть я для себя, ну, четко не могу понять, насколько высокий твой уровень и готов ли ты за топы в UFC драться. Ну, вот это мое ощущение. Главное, все в уме и в сердце, в духе, как ты размышляешь, как ты думаешь. Я думаю, почему бы и нет. Я молодой, я тренируюсь, я себя не жалею. У них тоже две руки, две ноги, как и мы. И они тоже тренируются, и мы тоже тренируемся. Я буду тренироваться еще сильнее, еще упорнее. Я буду знать эту ответственность. Поэтому думаю, это все в голове и в сердце, в духе, в размышлении, в команде, кто с тобой рядом, кто тебе духа, например, дает. Ну, в том числе, знаешь, может второго шанса такого и не быть. Ну, например, да, у некоторых там бывает один шанс в жизни попасть в UFC, например. Да, а кто-то, как Альберт Дураев, с которым я вчера разговаривал, 3 года ждет этот шанс. Ну Ну, да. то есть, бывают всякие ситуации, но Да, понятно, это что это тоже нам такое, нужно знаешь, рассмотреть, то, что некоторые там, у них 20 боев, даже нолик даже в этом. В рекорде 20-0, даже я знаю пацанов, которые горят желанием драться в Dana White Contenders попасть. А Всевышний Аллах так сделает то, что я 6-7-0 уже могу там претендовать, драться. Они заинтересовались сами, например, то, что меня поставят в Dana White Contenders. ну да, ну слушай, это шанс, так или иначе. Ну, то есть, это Я, можно либо ну, использовать, я либо еще нет. полностью решился, я думаю, сейчас еще чуть время пройдет с командой, с братьями, подумаем, что как. Хорошо, да, когда есть такой выбор, ну, с какой-то стороны. Конечно. То есть ты такой сидишь, думаешь, блин, ну, UFC, а может быть здесь титул, и такой, ну, надо что-то порешать, надо что-то порешать. И все такое, слушай, а кто твои дела ведет, ну, как менеджер? Так, Ему же позвонили, не тебе? ну, у меня в Америке есть брат, да, Дэн Фирдаус.
Но у меня же менеджеры, братья Каба, у меня менеджерская это. У тебя first round management. Да, у меня же с ними контракт. Они что делают? Да, да, братья Кава, если кто не знает, это значит менеджеры Хорхе Масвидаля, бывшие менеджеры теперь уже Джон Джонса, к сожалению. Ну, такие, да, серьезные ребята на этом рынке. Вопросов нет. Вопросов нет. Ну да, они доказали то, что серьезно относятся ко мне, к своему делу. Слушай, а ты, вот когда Камил, я не знаю, ты видел это или нет, Камил Гаджиев же специально вышел во время турнира и сказал, чтобы все вели себя спокойно, потому что бой рисковый и все такое. Было такое, что ты сам кому-то говорил, ну, потому что у тебя, ну, к тебе прислушиваются, да, чтобы ты сам говорил, что, ребята, не надо срывать этот бой, он очень там мне важен и все такое. Ты знаешь, я уже когда 2-3 часа до боя оставалось, мне братья говорили: эй, вставай, кушай что-нибудь, настраивай себя. Ты лежишь, я им говорю, короче, я до тех пор, пока мои руки не затемперируют, я не поверю, что этот бой сейчас будет даже. Они посмеялись, говорят: да будет, иншаллах, давай, вставай. Потом вещи собрали, даже я второй бой прошел, у меня был 11-й бой. Я сразу на трибуну пришел и 9 боев ждал там. Я мог я за 3 часа, за 4 часа до своего боя пришел. Но вот так ждал, чтобы этот бой случился. То, что, не отменили в этот раз тоже. А ты кайфуешь от обстановки? Вот от такой? Ну, когда в зале реально шум такой достаточно сильный. Ну, кайфую, в хорошем смысле слова, да? Понятно, что ты там не на релаксе. Очень приятно. Столько моих земляков, братьев приходят. Это вообще, не описать словами. Как приятно. Это же, по сути, ваш вечер был. Так или иначе, там, да, кто-то проиграл, понятное дело, кто-то не выступил, но так или иначе ты выиграл, у вас есть чемпион. Кстати, ты видел, когда у него кость торчала из плеча? Если честно, отрывки видел потом после боя. Это просто жесть. То есть, чтобы ты понимал, мы сидим в рингсайде, и парни, которые сидят за мной, говорят: смотри, у него из плеча, откуда-то из ключицы торчит кость. И он с ней защищался у клетки. И так где-то было раунд-полтора, потом он что-то сделал там, и она вправилась сама по себе. Может, у него плечо не первый раз так. Я думаю, что если бы это первый раз был, он бы не смог бы продолжить это. Стрессанул. Да слушай, мне кажется, там не чувствуешь. Когда у тебя какая-то травма даже, ты... Я думаю, это, не в первый раз так выскочило. Если первый раз так кость выскочит, у всех паника начнется там, то все. Но очень хороший, перспективный боец он. Мы с ним 100%. он пахарь. Да, просто, реально на работе вытащил этот бой. Что говорить? Все видно. Слушай, знаешь, о чем я тебя хотел спросить? Вот несколько лет назад, когда ты раз за разом там не делал вес, значит, тебя кто только не обвинял в том, что ты недисциплинированный боец. Там уже дошло до того, что Абдулманап Нурмагомедов сказал даже уже, что, таким бойцам, я дословно не скажу, да, но что-то типа таким бойцам не вместо в лиге и все такое. Ты сам сейчас насколько чувствуешь, что ты изменился вот за эти годы? И в чем ты изменился? Когда последний раз... знаешь, я мог бы сделать вес, если бы кто-то мне, например, помогал с этим. Какой-то человек, который гонял, 15 килограмм, 14 килограмм, вот такой вес гонял, он мне, если подсказывал, я бы, запросто сделал бы вес. А я не понимал, я, не знал, как правильно гонять. Я в то время, когда 3 боя на Гран-при, битва на Волге дрался за пояс, потом за Внуковым в финале дрался. Я сам весил там 79-80 килограмм. И сразу вот так 8, 9, 10 килограмм я гонял, сам по себе. А когда еще чуть вес набрал, 85-84 стал, уже приходилось до 72, уже я не мог, мне тяжело становилось. И не было человека, который мне объяснял то, что надо вот так гонять. Профессионально.
А сейчас, Что за 2 дня 13 килограмм нельзя согнать, да? Вот эти да, простые советы. я всегда так делал, короче. И прошло время, ну, я узнавал, потом на сборах спрашивал этого, то все. Потом начал в интернете ковыряться, смотреть, как диету делать, как что. И постепенно уже начал относиться к этому очень серьезно. Раньше, да, я, как Абдулманап Нурмагомедов говорил, то, что Нурло серьезно, ну, не серьезно относится, но в начале натуре, да, было чудо-то то, что задело меня это. Ну, я чемпион, он про меня так говорил. А сейчас я понимаю то, что, да, я вправду, ну, несерьезно ко всем относился. Столько людей приезжали на мои бои с разных уголков России. И я вот так поступал. А сейчас, алхамдулилля, уже я знаю, что как я уже за месяц, полтора месяца начинаю чуть-чуть уже диету делать, спускаться уже постепенно, постепенно. Я 74 делаю даже, не чувствую. Так, ну, слегка делаю. От чего ты отказался? Ну, то есть, было у тебя что-то вредное, что ты постоянно там, ну, ел и не мог от этого отказаться, поэтому вес, Да, допустим, держался? 10 дней до боя я все подряд всегда кушал. И когда 10 дней оставалось, я 12-13 килограмм всегда вот так за 10 дней гонял. А сейчас уже за месяц я слегка делаю. Блин, жестко. Ну, прикинь, 10 дней до боя, а ты сидишь там в этом баре, да, колу с бургером. Да, я так делаю. Не отрицаю. Блин, офигеть, офигеть. Как, чем ты объясняешь свою большую популярность? Ну, то есть, в России не один ты из Таджикистана дерешься, но шум, вот именно децибелы, только вокруг тебя такой большой. Ну, как тебе сказать, много таджикских бойцов дерутся. И Аллах дает, чем могу сказать? Эту любовь Всевышний дал всем. Я не знаю, если честно. Я тебя не раскручиваю на то, чтобы ты себя хвалил. Ну Ну, да. просто, я не знаю, вдруг ты что-то такое когда-то сделал, знаешь, из-за чего за тобой стали, ну, следить. Ты, кстати, не думал, тебе предлагали в поп ММА выступить, по кулакам выступить? Да, Ну, был. мне кажется, ты бы заинтересовался такой темой. Ну, то есть, ты, мне кажется, наоборот, любишь, когда чуть шумно. Да не, я вообще не рассматриваю это. Я никогда не позволю этого даже себе. Но предлагали. Ну да. Что предлагали? Ну, подраться ну, не предлагали, намекали. Я всем свою позицию, мою позицию, все знают то, что это, ну, вообще отвратительно мне даже, можно сказать. Они просто намекали, я сразу говорил, лучше не надо мне это предлагать. Они, Отвратительно, ты имеешь в виду раскрутка, вот эта вся там вот, хайп. гадость, это тоже. Вот это временное, понял? Недостойное. Ну, как правильно сказать, я не могу. Они Но ты имеешь в виду тоже, то, что они делают какие-то грязные вещи, некоторые они люди, тоже, ради того, чтобы хайпануть. ну да, просто, Но я знаешь, с чем столкнулся? Извини, что я тебя перебью прямо на секунду. Я столкнулся один раз, я пришел на конференцию, не скажу какой организации, и в дверь заносили гроб на эту конференцию. Но я, ну, так, знаешь, почувствовал себя достаточно странно. Ну, в какой-то степени я, ну, такой думаю, блин, ну, типа, и до как этого уже, ну, дошло. когда толкаешь к этому, ну не толкаешь, а спрашиваешь. Да, да, ну, так, ну, А такое, ну, думаешь, мне... я так неприятно себя почувствовал в какой-то момент. Ну, то есть, ты ютуберские проекты не смотришь. Тебя Не-не-не. это не... Окей, значит, у тебя все-таки остается два варианта, значит, титул MC Fight Nights и Dana White Contender Series. И Слушай, ты, ну и третий в бокс профессиональный, уйти подраться с Мэйвезером, ну, условно там, допустим. ну, если я стану популярным в UFC, например, не знаю, если я смогу дойти до пояса там, иншаллах, кто знает,
что случится через год, через два. Всякое может быть. Я с этой надеждой я всегда тренируюсь. Слушай, Поэтому, а тебе важен контракт? Ну, то есть уровень контракта, который тебе предложат UFC, если ты в контендере выиграешь. Ну, то есть, знаешь, есть люди, которые, ну, бойцы, которые говорят, блин, ну, типа, на начальные 10-10 или 8-8 я не пойду. Ну, мне, типа, мало. я хочу историю сотворить то, что первый таджикский боец, который попал. Ну, главное не попасть, кто попадет первый, главное, кто останется долго там. А, а так, иншалла, и попасть первым и долго. А так деньги, чтобы я могу здесь заработать больше денег, чем в UFC. Поэтому, И налоги меньше. ну да. Слушай, а как с визой, с американской? Ну, есть ли у тебя понимание, как ее делать? Потому что если у тебя короткий срок, то надо понимать, как туда лететь. Ну, думаю, с визой все хорошо уже. Делать нечего. Хотя я слышал, один человек в Душанбе сделал, поэтому, ну, я думаю, что там можно порешать некоторые вопросы. Слушай, с чем ты связываешь, ну, подъем реально таджикских бойцов вообще в мировых организациях? Ну, смотри, Лоик второй год подряд дерется за лям. Ну, Мгм. второй сезон подряд. Ну, Муину там не повезло, понятно, да, в какой-то степени. Наимов тоже. Прям вот около двери UFC стоит уже, ну, год, наверное. И, в принципе, вы все около, да, UFC, ну, вокруг мировых организаций. С чем ты связываешь подъем такой? Ну, я не знаю, нужно еще побольше пахать, чтобы попасть туда. Выиграть хороших, драться в хороших организациях. Насчет Лойха, что могу сказать? Он доказал, иншалла, еще пояс выиграет. И если хочет, он сейчас может даже в UFC попасть. Ну, у него сейчас впереди бой, поэтому. А у Мухаммада тоже был шанс попасть туда, но он не попал, не получилось. Это по воле Всевышнего, может, ему это к лучшему. У Муина тоже, он хороший тоже боец. Ну, когда они дрались, когда они выступали, я еще не выступал. Ну, по воле Всевышнего он тоже не попал. Остался, не знаю, может, Всевышний дал такой шанс мне. Узнаем, как говорится, узнаем. Слушай, а ты представлял себе где-нибудь в мыслях, как ты, если ты встречаешь Дэна Уайта, что ты ему говоришь, например, или там, ну, что бы ты ему сказал? Не, я еще такого не представлял. Я хочу не говорить, а доказать. Силен, силен, хорош. А бывало такое, что тебя эмоции хватали после боев, и ты творил какие-то вещи, которые, ну, ты обычно не делаешь? Не, я в жизни вот впервые так За закричал клетку. за клетку и покричал так от души, потому что этот был бой, принципиальный бой для меня, для моих земляков. Поэтому. А он был принципиальный для тебя из-за того, что у вас с Крюковым что-то есть? Или он был, ну, в принципе, потому что Ну, ты давно не дрался, бой давно переносили, и вот из-за этого все? он говорил те вещи, которые не надо было говорить. М. Поэтому он говорил то, что, например, суждено Нурулло проиграть перед боем в интервью. А судить, как мы все знаем, только может Бог или Всевышний Аллах. Поэтому он не впервые так говорил, и меня это чуть задело. Я ничего не говорил. Я в первый же face-to-face, когда у нас отменили бой, они меня в face-to-face спрашивали, я говорю, я ничего не хочу ему сказать, я в клетке ему покажу, докажу. И второй раз вот тоже я ничего не сказал, я просто вышел, сделал свое. Но при этом ты его, ну, приобнял, скажем так, да, после боя, ну, так, по-человечески. Но после боя я просто во время боя с ним говорил кое-какие слова и бил его. Ну-ка, что говорил? Говорит, это было между нами. И я пошел к нему, сказал то, что это спорт. Не надо, он мне сказал, не надо было таких слов говорить. Я сказал, это на эмоциях, короче, не обессудь.
Цензурные или, ну, А? цензурные слова ты ему говорил? Ну, Не, типа, не, я тебя буду бить, там что-то не, там. свое. Вопрос нет. Слушай, ты, я так понимаю, что если UFC, ну, если планируешь UFC, то смотришь легкий вес. Мгм. Как тебе легкий вес UFC? Но там некоторая неразбериха после того, как Хабиб оттуда ушел. Оливейра, ну, как мне кажется, он чемпион ненадолго. Может, я заменю Хабиба, кто знает. Слушай, ты сейчас, кстати, вот когда ты чуть пообрастаешь, ты меньше на него похож. Ну, я когда худой, чуть похож, а когда играю. Все еще Когда, узнают на улицах-то? ну, в Ну, как принципе, Хабиба, я имею в виду. не, уже как Нурлов все узнает. Никак. Перебил, да, эту славу? Уже как Нурлов знает. А ты спокойно ходишь по улицам? Где? Ну, вообще по улицам. Или тоже начинает чуть поднапрягать, когда много Да, людей уже тебя знают? когда хожу, все узнают меня, приходят ко мне. Мы с фоткой. Но это хорошо? Ты нормально воспринимаешь? Конечно, это приятно. Ну, отлично. Английский язык когда учить будешь? Скоро. Ну, знаю чуть-чуть. Еще надо чуть потянуть. После боя в контендере, если он, конечно, состоится, и если ты, конечно, выиграешь, надо же будет что-то сказать. Там Знаю. туда-сюда. Alhamdulillah, everything God give me. Very good. Как говорит Альберт Дураев, very good. Very good, car. Very good, короче. Да, так что... Ты вообще... Ты, кстати, в Америке же не был никогда, да? Нет, в Америке не был, но мой брат выиграл грин-карту. Ну, грин-карта, знаешь, да, что такое? Ну, конечно, ну, в смысле, вид на жительство. Старший И брат выиграл. практически гражданство. Да, моя сестра уже 5 лет с мужем, там, с детьми, она тоже выиграла уже там. Ну, почти моя семья все там сейчас. Осталось переехать, да, тебе? Ну, Да, ты, в общем, крайний человек, который еще не переехал. скоро. Ну и как там, ты с интересом смотришь на возможность туда поехать? Ну, то есть, Ну, мы что еще, думаешь об Америке? не знаю, может, и будет так, что я подерусь, и может то, что я буду там тренироваться и подерусь пару боев тут. Сейчас вот так думаем, сейчас не знаю, сейчас чуть время пройдет, мы... Слушай, а вы зал выбирали, в котором ты бы мог потренироваться? Ну, то есть, Ну, American Top да, Team или Сэнфорд? да, с Лойком говорили, я думаю, с Сэмфорд и буду тренироваться. Ну, там, да, он большой достаточно зал. Лоик там уже решает вопросы, как бы он не скромничал. Ну, да. Уже Я, местный. я, наоборот, я очень рад, то, что мой земляк уже там, например, обосновался уже. Это хорошо. Слушай, в Таджикистане только недавно утвердили ММА как вид спорта, ну, вернули. Да, и сейчас вроде бы скоро можно будет проводить соревнования. На родине подраться хочется? Ну, это моя мечта. Это была моя... Понятно, что UFC, конечно, это, ну, сильно далеко, там вообще непонятно, как и что, когда. Но в принципе. Ну, мечта была, да, у меня, если подраться с своей родиной. Представь, за пояс подраться с своей родиной. Что там натворится? Я почему спрашиваю? Я сегодня слышал от одних людей, что Лига Хабиба Нурмагомедова может в 22 году там турнир провести. Поэтому, в общем, ну, от этого вопрос. Ну, всякое может быть, если в 22 году я не буду в UFC или там где-нибудь, то я обязательно подержу себя на родине. Ты представляешь вообще, что там будет, ну, на арене? А, Если здесь такое происходит, иншаллах. Уже мы- все там тоже соскучились, вот, когда мне звонили после боя, сказали то, что во всех ресторанах, во всех кафешках, букмекерских, интернет-кафе, даже на мойках, где вот телевизор,
Весь Таджикистан смотрел эти бои в тот вечер. Они кричали, Офигеть. Гордишься? после победы танцевали, все делали. Конечно, приятно, конечно, то, что я могу принести радость каким-то людям. Конечно, это дает большую мотивацию. Поэтому ты мне говоришь, еще не рано, UFC. Почему рано? Почему столько людей в меня верят? Это, знаешь, Это я у тебя спрашиваю. Тут же важно не то, что я считаю, а важнее, готов ли ты сам. Знаешь, это самоосознание, оно гораздо важнее в этом случае. конечно, ментально, морально, физически. Алхамдулилля. Ну, нормально. Ты директ читаешь? Отвечаешь? Пока не успеваю. Там же, небось, есть те, кто поздравили, есть те, кто, как это, мне, по-моему, Лоик рассказывал, что, не Лоик, Муин мне рассказывал, что едет он как-то в машине, гаишник какой-нибудь в Душанбе его останавливает и говорит, борьбу подтяни, это подтяни, там, бензина не хватает, и вот это все. Ну, мне кажется, у тебя в директе тоже такого полно. Меня гаишники останавливают, только хвалят, ничего не говорят. Нормально, нормально. Ты еще молодой, как говорится, да, не успел это самое показать, что с борьбой проблемы. Да, я с каждым боем думаю, буду хорошо и хорошо показывать себя. Просто мне нужно почаще подраться и все. Чтобы мои бои не отменяли. И все, я даже вот сегодня брат мне говорит, утром проснулись, говорит, вставай, короче, делай отжимания, приседания, делай хотя бы. Ты уже 4-5 дней не тренируешь. Ну, сколько прошло уже? 4-й день, говорит, хотя бы что-то делай. Я говорю, подожди неделю, хотя бы пройдет, мы поедем в Таджикистан и там начну тренироваться. Говорит, ты должен уже весить не больше 82-3. Я говорю, все хорошо. Ну, они так решили, то, что будут контролировать в первую очередь мой вес. Каждый день они будут проверять это все. То есть ты каждый день на весах? Да, поэтому ничего нельзя. Они сами Лишнее не залетает. Сами шоколадки покушали, мне только это яблоко и банан дали, сказали. Нормально, нормально. Это неплохой ход, держать, чтобы кто-то держал тебя на контроле. Ну да. Слушай, а у тебя родители на родине? Да, Не в России. К ним домой после боев приходят? Или во время боев? Там, мне кажется, гостей столько должно быть, по идее. И во время боя, в тот вечер все мои родственники собрались у меня. Женщины мои эти, тети там, мои, дяди, эти, племянники, все. Короче, в моем селе, Калинин, мое село называется Калинин, где я живу. Там был, не знаю, праздник в тот вечер. Нормально. Слушай, а бывает у бойцов отец смотрит бои, а вот мама не смотрит? У тебя такая же ситуация? Да, моя мама пошла, закрылась, короче, и говорят, через там 40 секунд, 30 минут, 30 секунд заходит сразу, что случилось. И, короче, мне тетя рассказала то, что когда, тебя, он говорит, он не знает, как называется треугольник, он говорит, ногами обхватил тебя. И, короче, мама заходит, говорит, что случилось, говорит, и все молчат. И она, типа, накричала на тетю и говорит, ты оглухла, что ли, скажи, что случилось. И говорит, когда ты вышел, потом мы сказали ей то, что все нормально. Блин, нормально. А приходится тебе маму самому успокаивать? Нет. То есть, бывает, звонит, там, говорит, типа, будь аккуратней, там, я не знаю, я после боя потом позвонил маме. Но она всегда после моих боев, я звоню, она начинает плакать. Из-за радости, то, что я, например, выиграл. Она всегда говорит то, что типа, я из-за твоих боев, один твой бой смотрю, на 5-10 лет я старею.
как будто говорит, у меня такое ощущение. Да, эмоционально стресс, конечно. Да. Слушай, а расскажи чуть про село, потому что я, ну, с географией Таджикистана не очень знаком. Насколько оно далеко там от Душанбе, где Это находится, ну, чем он известно? в Душанбе, я в городе родился, я в Душанбе родился. М. Как сказать, район, поселок мой А, такой. ну не особо далеко. От центра? Ну, внутри центра где-то. Внутри города, да? Внутри города. Пригород. Ну, там 2 километра, 3 километра от А, центра. ну, рядом совсем. Да. Ну, такое то, что, ну, элитный, типа, ну, поселок. М. Слушай, а ты готов, допустим, если ты в Америку едешь тренироваться, вы там вдвоем с Лоиком, значит, кто-то готовить должен, кто-то там, готов ты к этой жизни? Конечно, я сам и так себе готов. Я вот, мои братья месяц приехали месяц назад дома. Клянусь, вот я на диете сам, но они заказывали еду, я обижался, говорю, не заказывайте. Я сам готов им. Но я сам был на диете. Я все сам, М. завтрак, ужин, ну, обед, ужин, все сам готовил им. И я вкусно, они хвалили то, что даже если не вкусно было, они говорили, очень вкусно. Я Так, ну вот, что фирменное у тебя? Что готовишь? а, этот, картошка, как, что я готовил? Куриное филе, гречку и это, макарон. Нормально. Спагетти. Называй это паста. Не, ну не спагетти, ну типа. Называй это паста. Ну, блюдо должно называться красиво. Вопроса нет. То есть, если Короче, попадешь один в Америку, всегда справишься. там 2-3 блюда знаю, готовил, они почти 2 недели кушали. И один раз с тренировки пришли, они говорят, типа, мы выйдем, и я начну. Куда выходишь? Сейчас я буду готовить. Они, типа, походу устали от моей еды. Мы в магазин, они пошли там что-то покушали в ресторане. Пришли такие довольные. И мне говорили, готов больше, ты что, ты себе это делаешь, короче. Они, походу, начали потом заказывать. Так, с пловом как у тебя отношения? Плов готовишь? Не, я не умею плавать. Я только могу диетически, я сейчас научился уже. Я все М. готовлю, кушаю. Ну, в Америке не пропадешь, короче, если что. Да. Ну, На хлеб, соль точно хватит. не есть, братья, ну, мои говорят, если хочешь, давай закажем тебе это, ну, не проблема. Но мы все сделаем для тебя. Но я сам не хочу. Ну, если у тебя все прям прекрасно будет, это тоже плохо. Надо чуть-чуть где-то азовка еще. Держать себя в стрессе. Да, да. Как это? Выйти из зоны комфорта, это еще Да, называется, да. знаешь? А если всегда тебе комфортно, это тоже плохо. Мгм. Слушай, я вот сейчас скажу, поправь меня, если я буду чуть не прав. Я правильно понимаю, что в принципе у тебя достаточно обеспеченная семья? Да, Ну, вот как себя заставить к чему-то идти наверх, если у тебя с детства все нормально? То есть, знаешь, бойцы, ну, мы про единоборство все-таки говорим, они во многом идут и проводят много боев, в том числе из-за того, что надо зарабатывать деньги. Ну, реально. То есть они там вписываются и в ютуберские бои тоже из-за этого, потому что там можно там на квартиру условно заработать. И во все эти вещи. У тебя какая мотивация? Ну, то есть ты как себя не заставляешь, а как ты себя мотивируешь? Хотя ну, у тебя все нормально, и ты мог бы не драться на самом деле. Ну, так вот, если... я в жизни никогда не работал, и надо любить то, что делаешь. Я люблю свое дело. Все. Я не знаю, вот так можно правильно сказать. Ну, то есть тебе не приходится себя заставлять как-то дополнительно. Ну, мотивация, то, что столько людей из-за моей победы радуются и приходят, и ты вдвойне хочешь им приятно сделать. С детства смотрел бои, UFC, дрался там за кто шеф школы станет, там в 7 кто шеф класса. Я всегда 1 на 1. У меня, не знаю, походу 50-0. На улице
ты имеешь в виду? Я всегда много на улице дрался. Ну, такое детство, да, в школе. Нормально, нормально. Слушай, а руководство Таджикистана про тебя знает, как ты думаешь? Ну, Конечно, страны я имею в виду. я думаю, то, что все знают, и хорошие отношения у меня с руководством, со всеми. Ну да, ну потому что так или иначе, да, вы, конечно, не на Олимпийских играх выступаете, но вы же выходите под флагом страны, ну, вы завоевываете пояса. За вас тут народу столько топит, что, мне кажется, за российских бойцов, за некоторых столько народу не топит в залах. Конечно, я не впервые говорил то, что я очень сильно люблю свою родину, свою страну. Поэтому я на все буду готов ради своей страны. Э, Вот у нас недавно день, 30-летия независимости было. Я хотел во время боя поздравить всех, но забыл чуть на эмоциях. Сейчас, если мои земляки тут, я всех поздравляю с Днем Независимости. Короче, вот так. И от меня заодно, как говорится. Поздравления всем. Слушай, а ты говоришь, что ты UFC в детстве смотрел. Кто у тебя кумир из бойцов? Ну вот на кого бы ты хотел тогда быть похож? Я не знаю этих бойцов. Я смотрел, это, это у меня до сих пор, я помню то, что они в кимоно дрались. Без М, так дрались, в борцовках дрались. Это все помню. нормально. А есть какой-то боец, ну вот не из UFC условно, на кого ты равнялся? На Не, кого ты хотел бы быть похожим? я всегда равнялся на своих братьев. Мои братья тоже спортсмены. Пример рядом. Да, они, когда выступали, я в школу не ходил, я ходил, сумки их не брал, чай приносил из дома с медом, так готовил им. Потом отец меня ругал. Ну, классная руководительница звонила, говорила, Нурлан не пришел сегодня. И он меня начинал ругать. Ты где был? Там, то, все. И отец моим братьям запрещал то, что, идти в зал. М, И из-за того, что я не мог говорить то, что мы на соревновании брата были, я потом молчал, он меня спрашивал, говорил, где ты был. Я просто с друзьями там. Короче, не помню, что говорил. Слушай, а в семье вообще одобряют то, что ты боец? Сейчас да. А когда было нет? Ну, когда я вольной борьбой занимался, из-за того, что у нас много там драк было, пару лет, 7-6 лет назад в Таджикистане, много драк было там. Из-за этого отец, не пускал то, чтобы я тоже так какой-то хулиганом не стал. Ну, сейчас же так, чуть тренируются молодые и вот так ходят там, доебываются на кого-то. Из-за этого он не пускал. Потом, как я начал уже по панкратиону выступать, мир выигрывать, 3 раза мир выиграл. Потом еще чемпионат мира по ММА выиграл. Еще не было такого, то, что таджик выиграл союз по ММА мира. Я первый, кто в 2017 году выиграл мир союза ММА. Это очень серьезно даже, выиграть мир. И после этого родители поняли, что это все по-серьезному. Ну да, потом они, смирились с этим, то, что я люблю. Они все мне, да, деньги даже, это все делали. Но все равно я говорил, я буду тренироваться. Перекупить не смогли тебя. Ну да. А если бы ты не дрался, что бы ты делал? Вот ты думал об этом когда-нибудь? Ну, кем бы ты сейчас был? Не знаю, может, гулял просто. Настал, наслаждался жизнью. У меня братья работают, все работают. Отец работает. Слушай, а в Москве, ну, ты достаточно давно уже в России, ну, периодически и постоянно. Как ты отдыхаешь? Ну, потому что в Москве много всего того, что от боев может отвлечь. Я перед боями вообще не отдыхаю. Я
перед боем, вот правду тебе говорю. Я 2 месяца такой жесткий режим делаю себе. Я только в неделю 1 раз в воскресенье выхожу, там 2-3 часа, может, гуляю в парке или где-нибудь на набережной. Просто чисто. И все. Я кроме зала и домой я вообще ничего не вижу. Нормально. Хороший режим. А когда нет боев? Когда нет боев, вот сейчас я приехал в Красноярск, пригласили мои земляки, достойные люди, которые, ну, я не смог отказать им. Приехал к ним завтра, обратно в Москву улетаю, потом 23-го в Таджикистан. Сейчас думаю, в Таджикистане меня встретят в аэропорту, Ты иншаллах. представляешь, что там будет? Не знаю, пока никто не знает, вот я только говорил уже. Тоже 23-го я прилетаю. Ну все, сейчас начнется вся эта суета. В аэропорту будет национальный праздник. 3-4 часа обеда. Там буду. Все, записано. Слушай, а чем ты, кроме боев, что тебе еще нравится? Что ты обычно делаешь? Ну, знаешь, там, не знаю, ну... Что еще? Горы, охоту. Я всегда вот на Висагунке был, братьям говорил. Ну, тренер тоже же приехал, мой Воса Юсупов. Мой первый тренер приехал тоже, все свои дела оставил. Он президент Федерации Панкратион в Таджикистане. У него даже это соревнование было, там он проводил мероприятие, это все оставил, приехал ко мне. Спасибо ему большое за это. Как мой бой закончился, мы сразу его в аэропорт отвезли в Таджикистан. Оперативно. Так, а с охотой что? Ну, я им говорил то, что если вот я бой выиграю, иншаллах, и сразу, как мы улетим в Таджикистан, вы меня на неделю потеряете. Они говорят, как я говорю, горы пойду, короче, барана там зарежем, и неделю я не приду, короче, домой. Нормальный горный отдых. Нравится, да, от города, от всего далеко, темно, чуть страх там, то все медведи там. У нас же медведей много в горах, ну, где я обычно иду. А ты прям охотишься? Ну, то есть там Говорят, оружие, все. только я 2 раза видел сдалека. Ты прям охотишься, то есть с ружьем, ну, все по-серьезки. Ну, я могу там 20-30 пуль запустить, потом что-то убить там, может, птичку. Пока не... Пока случаев не было, да? Да. Все впереди. Понимаю. А верховой ездой ты не увлекаешься? Ну, я знаю, что есть ребята, которые на лошадях тоже нормально. На лошадях, ну, не особо. Все, фиксируем. Братья. С кем? Так. Что ты сделал первое после того, как бой с Крюковым закончился, ты уехал с арены? Вот что ты сделал? Почему ты соскучился за это время? И куда вы, может, поехали? Ну, как это выглядит? Душ принял, помолился, поблагодарил Всевышнего. Потом поехали, взяли торт. Пришли все вместе, покушали в гостинице. А что за торт? Ну, у тебя есть какой-то свой торт, который Не знаю, своего такого нету. То, что, ну, там, не знаю, 4-5 принесли, я все попробовал. Нормально. И у моего племянника в тот день рождения было. Но он тоже приехал со мной, тоже готовиться. 3 месяца он со мной тут был. И мы заодно его день рождения отметили. Нормальный праздник. И все, поспали потом. Все. Слушай, то есть ты не по бургерам и картошкам, ты по тортам, короче, вот так. Да. Все, я понял. Так что бургеры не тащите в раздевалку к Нурулу Алиеву, тащите торты после боев. Бургер тоже. Вопросов нет. Слушай, а не думал ли ты о том, что Хабиб мог бы помочь вам с подписанием в UFC, кстати говоря? Не знаю, я сейчас не думал об этом. Или у вас там, ну, не такие, скажем, отношения, чтобы через него какие-то вопросы решить? Да, я
У меня, ну, ничего нет, нормально с вами у меня. А он, Много, он знает, что ты его двойник? Ну, когда-то ты ему об этом говорил? нет, я не говорю. Ну, не двойник я. Да не, ну я условно, я шучу, конечно. Ну, не знаю, он Похож, похож. да. Хабиба я Ну много ладно, примеров так. беру до сих пор. Мгм. Ты вот как Ну, любитель можно... ММА, ну, в том числе фанат, ты жалеешь о том, что он ушел? Кто? Хабиб из этого спорта? Нет. Или он легкий вес для тебя освободил? Он достойно ушел. Что скажешь? Я же говорю про него. Не знаю. Только можно хорошее сказать. Фиксируем. Ну что, будем тебя отпускать потихонечку. Что бы ты сказал ребятам, фенам, которые нас смотрят? Можешь на родном языке, если комфортно. Я хочу всем сказать то, что спасибо, ну, всем, то, что болели за меня. Кто даже не болел. Я разочаровал их. Что могу сказать? Будем, иншалла, дальше больше радовать вас, доказывать. Я только начинаю взрослеть, начинаю все понимать серьезно. Иншалла, я... Так, чуть тормознуло. Кто нас видит? Напишите. Чуть тормознуло. Нурло, по-моему, да? Меня же видно нормально? Меня видно, слышно, все в порядке. Так, сейчас мы Нурулло обратно подключим, не отключайтесь. И, кстати, кто до сих пор на меня не подписан, подписывайтесь, потому что завтра очередная порция эфиров. Будем с Мухаммадом Наимовым делать прямой эфир. Так что пристегнитесь, мы взлетаем, друзья мои. Сейчас Нурло подключим обратно. Не выходим из эфира. Подключаем его обратно. Так. Привет, привет, привет. Напишите, как вам вообще, да, как вам вообще эфир. Да, и будут еще прямые эфиры в большом количестве. Поэтому, кто на меня до сих пор не подписан, подписываемся. Мухаммад Наимов завтра у нас должен быть в прямом эфире. Так что, так, так. Давай. Что там? У меня зарядка села. Да, все нормально. Самый долгий твой эфир, по-моему, да? Извиняюсь. Да. Да, Выражаем особую благодарность Бахридину Джалолову за предоставленный телефон. он тут, короче, сладкое кушает. Его шоколадки ем. Баха, салам алейкум. Алейкум салам. Да, друзья, всем приятного аппетита. Но руло не давайте, ему нельзя. О чем мы с тобой говорили? Мы с тобой говорили о том, чтобы ты сказал и хейтерам, и своим фенам. Я хочу всем сказать огромное спасибо своим землякам за то, что столько болеете за меня, столько переживаете. В этом бою вы все увидели то, что я могу еще лучше подраться. Я думаю, иншалла, это буду доказывать, делать, чтобы вас радовать. А хейтеров много у тебя? Нету ни одного мне никогда вот. На улице не встречал, да, вот это? Не на улице даже, мне даже никто такой плохой не пишет. Ну, писали то, что когда бой отменялся, говорили, мы зачем, говорили, твой бой отменяется,
Мы там за 35 тысяч рублей билет купили, приехали. А ну, типа, отменяется, что тебя не уважают, то, что, ну, многие же не понимают то, что это не из-за меня, а это из-за, ну, здесь были такие ситуации, которые, ну, нельзя об этом говорить. Ну, я весь сделал, все сделал. Мгм. Ну, то есть, прям таких жестких людей, которые тебя недолюбливают, Не, ты нету не так. встречал. Слушай, а это Да. самое, у тебя же один большой фэн появился, который недавно страницу 2-миллионную восстановил. Такой небольшого роста парень. Он в первом ряду сидел на Хазбик, что ли? турнире. Хазбик, мой брат. Ты когда видео увидел, ты с ним, кстати, знаком? Ну, так. Но когда я увидел то, что он болеет за меня, я после победы говорю, Хазбула, ну, как тебе, бой? Он говорит, четко, короче, все. Он тоже юное дарование, растущее. Видел, он тренера приличного нашел себе в Сан-Хосе. А, да. У него теперь тренер Хавьер Мендес, так что все Я думаю, нормально. Он скоро о себе заявит. нравился, потому что он оценил это. Он Мгм. сказал то, что, ну, все было отлично. Он пальцем показал то, что Мгм. это было. Ну, я ему сказал, ну, на русском, как говорю, было бы, он сказал, четко сказал все. Все, вопрос у меня. Главный эксперт оценил, как говорится, так что тут вопросов нет. Ну что, давай мы тогда фиксируем. Значит, у тебя сейчас два варианта. Либо ты дерешься за титул в AMC Fight Nights, как мы уже поговорили. Либо есть вариант подраться в ноябре в Dana White Contender Series. Это для тех, кто смотрит нас недавно, чтобы вы знали, что происходит и не задавали лишних вопросов. Так что мы тебе желаем, да, сделать правильный выбор. Я решу до конца месяца, как что будет. Да. Да, мы тебе желаем сделать правильный выбор, самое главное, не набирать много килограммов, чтобы держать себя в форме. И, ну что, раз мы с Бахой в прямом эфире, на Баху подписывайтесь тогда. И подписывайтесь на Нурула Алиева обязательно. Сделаем легкую рекламу. Все. И кто на меня до сих пор не подписан, подписываемся на меня, потому что много Да. эфиров нас ждет, как говорится. Следующий Наимов. И как это, знаешь, после боев бывает? Следующий Наимов. Да. Давайте Ну, всем спасибо большое. удачи. Давай, Игорь. Удачи Доброй тебе. ночи. Всем. Пока-пока. Алло, Габон.